Всем ассаламу алейкум рахматуллах. Терпение таджикскому народу. Вы сейчас должны как никогда быть единой. Если вы сейчас будете выпускать видео, где-то в комментариях писать, в каждом народе есть плохие, хорошие, вы автоматически признаете то, что говорят ФСБ. Говорите во всех комментариях, везде, выпускайте видео, говорите об этом. Именно о том, что покажите их лица, покажите видео, где они стреляют по людям. В этом здании есть сотни видео. И записывали. Там замазаны их лица, поменяли голос. Также мы видим, что сотрудники ФСБ, которые после этого уже участвовали в задержании этих таджиков, якобы, да, они были ФСБшниками. Это уже все признано, все доказано. И не нужно признавать вину, не нужно в этом, именно говорить, я сочувствую, не надо сочувствовать. Не надо сочувствовать, пусть докажут. Сейчас вас сделали козлами отпущения, как когда-то сделали чеченский народ. Я сейчас быстро приведу пример, чтобы наши братья-таджики поняли. В 1999 году, после первой войны, в 1996 году, когда Россия проиграла в Чечне и бежала, как шакалы, убежала из Чеченской республики, Ичкерия, Российская Федерация, чтобы отомстить чеченскому народу, в 1999 году, в сентябре месяце, устроила 4 теракта по всей России. Взрывали пятиэтажные дома, где жили русское население, где жили русские. Погибли сотни детей и женщин. Обвинили в этом чеченцев. Сказали, что чеченские террористы напали на Российскую Федерацию и убивают уже женщин и детей. Но где русские лоханулись? Как сегодня спецслужбы лоханулись в Рязани. Все, если вы интересуетесь, пожалуйста, поищите видео о рязанском сахаре. Местная жительница этого дома увидела, что некоторые люди таскают мешки в подвал ихнего дома. Она вышла, позвонила в полицию, пришла полиция, задержала этих сотрудников, этих людей. Потом оказалось, что эти сотрудники ФСБ. И они сказали, это просто учение. Понимаете? То же самое в Волгодонске. Позвонили, и сказали, что был дом взорван, в Волгодонске, но его взорвали через 3 дня, после того, как объявили спецслужбы, что он уже взорван. Там тоже они допустили ошибку, из-за этого, уже было доказано, что это рук дело ФСБ. После этого Российская Федерация вторгается в Чеченскую республику Ичкерия, убивает 350 тысяч мирных жителей, из которых 42 тысячи дети, обвинив чеченский народ, что мы являемся террористами. Куда бы мы ни ходили по этому миру, хоть по России, хоть по Европе, везде нас называли террористами. Нас делали козлами отпущения, как сегодня пытаются сделать таджикский народ. Это коротко, чтобы вы поняли.